Добрый день, уважаемые коллеги, все журналисты очень знакомы, приятно всех видеть. И Санжар Декажович, прямо появилась сразу идея очень серьезно работать по вызовам и рискам. Как мы работали по межсекторальным вопросам, потому что нужна классификация вызовов и рисков. И чем больше я в эту часть погружалась, что-то там, искала, с кем-то говорила, тем, так сказать, тем больше поняла, что вот эта идея и выход с инициативой, с планом вот на какие-то устойчивые позиции в развитии, это один из благоприятных вариантов сегодня для Кыргызстана, один из правильных, по-моему, решений, потому что если соизмерять, и сейчас мы начнем об этом говорить, я хочу, чтобы мы вот поработали по этой теме, если время позволит, в относительно активном режиме, чтобы мы друг другу смогли позадавать вопросы и подумать, насколько все-таки мы ограничены, не просто ограничены в ресурсах, но как мы неправильно к ним относились и какие риски, какой не возьмешь срез направления, везде набор вот этих рисков, вызовов, которые необходимо преодолевать. И с удовлетворением отметила, что мы почти вот на уровне ощущений, логики пришли к тому, о чем говорил Санжар Декажович. Это вот этот программу и план сделать сквозным через управление, без управления рисками и вот этими вызовами, но просто через 10 или, как у меня есть цифры, есть 50, там, через 100 лет, это же просто будут ужасающие цифры, которые сейчас давайте с вами посмотрим вместе. И здесь сидят у нас вот докторы наук Елена Михайловна по экологии, она нам такие цифры скажет, о которых нам грустно будет. Ну и всех участников я приглашаю дополнить вот эту презентацию, которую я сделала очень быстро. На самом деле я успела в Google заглянуть и посмотрела, что это понятие относительно новое, что оно появилось где-то в середине 20 века, и именно потому, что сегодня он необходим, этот термин, он востребован, потому что очень большая неопределенность последствий в развитии на будущее, на ближайшие 50-100 лет. И все сейчас строят эти тренды, что будет происходить с планетой, с человечеством, с запасами ресурсов, с запасами продовольствия. И все вы бываете, особенно коллеги-журналисты, бываете на разного рода семинарах, когда смотрите различные сценарии будущего развития вообще человечества. Вызовы понятийно, это вообще это я сама сформулировала, я не нашла удачной формулировки. Вызовы – это есть выявленное состояние в развитии, которые в зависимости от качества управления могут стать либо благоприятной предпосылкой, либо привести к ухудшению в развитии. То есть вызов – это не всегда плохо. Да. Это я потому что поискала в Google, что-то коряво там сформулировано длинно. А риски – это выявленные уже негативные тенденции, которые осложняют возможности развития. И если на них не реагировать государству, то целевые ориентиры, я написала мягко, могут быть, они не могут быть достигнуты. И может быть поставлено под угрозу будущее развитие, еще нашла определение вообще существования, особенно как маленькой страны, маленького государства на самом деле. Начнем с больших глобальных наших вызовов и рисков. Это геополитика. Неоднократно мы уже говорим о том, что Кыргызстану, как маленькой стране, относительно геополитического расположения не очень повезло, потому что главное, что у нас нет, с одной стороны, выход к транспортным коммуникациям, на что нам предстоит много ресурсов тратить сейчас вот в эту пятилетку, на эти транспортные коммуникации, на международные транспортные коридоры. Включая и железную дорогу многострадальную, которую мы никак не начнем строительство. И опять она в этом у нас в плане заложена как ТО. И это помимо этого, и я забегая вперед скажу, а с учетом горного рельефа, когда нам остается жизненное пространство территории равнинной очень мало, наш люфт вообще очень и очень мал для расширения экономики, чтобы выйти на крупные международные рынки. Мы просто не обеспечим их. Горный рельеф, он еще и обусловил очень фондоемкий характер производства ВВП. Сколько промежуточного потребления идет на равнине и сколько промежуточного потребления в горах, можете себе представить в таких операциях, которые мы разбирали, помните, на конференции. Это прокладка высоковольтных линий по пересеченной местности в горах.
и прокладка по равнине. И другие такие операции, или вот запуск месторождений крупных, которые у нас в горах. У нас, это я написала тоже мягко, промежуточное потребление в части добавленной стоимости 60%. Нет, в промышленности это может и 70% достигать, то есть добавленная стоимость 1/3 от вложенных ресурсов, человеческих ресурсов, сырья, материалов и прочее. Вот эта фондоемкость, она на самом деле выхлоп, но нам очень тяжело достается. Именно поэтому, вот когда в Рио была наша делегация, говорила тоже об этом, что горные страны должны объединяться и в отдельную группу выделяться, чтобы весь мир относился к этим странам и был какой-то диалог, чтобы эти страны выводить на развитие, помогать, то есть им. И поэтому отсюда у нас очень ограниченные возможности производства и экспорта, о чем я сказала, на крупные международные рынки. Если сегодня мы говорим о том, что у нас есть хорошие моменты, хороший сигнал для того, чтобы с органикой выйти, с органическим сельским хозяйством продукции выйти на международные рынки, у нас очень мала доля для того, чтобы какую-то нишу на рынке занять, вот по геополитике. И на самом деле это большой вызов. И вот этот вызов, если хорошее управление будет, тем не менее все равно можно его обратить во благо и сделать узнаваемым Кыргызстан по этому бренду. Вот. Этот я вам слайд и демонстрирую, сколько у нас земли, 14%, а вот этих земель, которые пашни, всего 12%. Все остальное у нас это горы и горные пастбища. И забегая вперед, конечно, скажу, что деградация горных пастбищ, я видела цифру 40% и больше, а земель где-то 12-15 примерно сельскохозяйственного назначения. И поэтому у нас и отсюда плотность населения, мы еще знаем, да, что то, что зеленое, там плотность населения совсем низкая. Наверное, из стран Центральной Азии самая низкая, если еще Таджикистан взять, да, горные. Горные экосистемы у нас, тем не менее, они у нас поставщик воды, да, и поэтому потенциал очень велик для того, чтобы развивать низкоуглеродную экономику, в частности, гидроэнергетика и сельское хозяйство. Мы об этом заявляли в Рио, что это два сектора самые чувствительные к зеленому развитию. Но вместе с тем, вот эти горные системы породили у нас ту проблему, которая не решается уже, она хроническая, не решается годами. Это самое бедное население живет у нас в горах. Самое бедное население, их становится очень много. Я имею в виду, что у нас к отдаленным и высокогорным территориям отнесена практически вся территория Кыргызстана. И это большие бюджетные ресурсы, которые ежегодно идут на поддержание там населения, которое практически там не работает, а проедает, ежегодное проедание денег. И это тоже уникальный момент вот с этим планом. Зайти, вот они сейчас выдвигают нам свои проекты «Маленькие точки роста», зайти на эти территории с тем, чтобы, может быть, какой-то механизм долевого софинансирования внедрить, когда бюджетный источник работает, и когда мы создаем условия для того, чтобы эти деньги заработали. Если из бюджета выделили там 500 миллионов, пусть они следующий год будут миллиардом, да? Вот эта программа, в принципе, вся вот региональная составляющая, она в этом контексте прописана. И я думаю, когда мы с регионами будем работать, мы будем работать с ними в этом направлении. Как выводить из бедности людей, которые в горах? Так, как нам создать зеленые рабочие места? Вот. По климату. Я, честно говоря, как бы экономист, серьезно этой проблемой не занималась. Но поскольку все-таки в Минфине долгая работа, точно мы знаем, какие ресурсы у нас идут по линии МЧС для того, чтобы реагировать на землетрясения, на оползни сели, и это ежегодно. И опять это упирается в систему управления, потому что ежегодные затраты нас не учат ничему. Не учат для того, чтобы разработать и внедрить какую-то систему раннего предупреждения, изменить генплан строительства, ввести предупредительные меры, чтобы люди не строились там, где опасно. И может одну и ту же семью смыть 5 раз, и они все равно из бюджета им будут предоставлять какие-то дотации. Вот, поэтому и это все связано с глобальными климатическими изменениями. И на Кыргызстан вот этот
риск. Это даже не вызов, а риск, с которым сложно сражаться, но надо. И здесь только все упирается в качественное государственное управление. И вот эту цифру я нашла, я ее раньше слышала от экологов, что к 2100 году мы практически потеряем ледники, и вода у нас будет стоить дороже нефти. Вот такое вот абсолютно право, вот такое вот, как сказать, формулирование я уже слышу не впервые, что мы совершенно к воде неправильно относились и сегодня относимся. И, Анечка, вот может быть нам будем работать, нам надо будет вот этот водные ресурсы совершенно по-другому вот прописать, чтобы очень проникновенно было, да, проникновенно было в той части, как нам в принципе развивать культуру сбережения воды, как относиться к воде. Вот этого нам немножко не хватило, Санжар Тукажович, в программе. И на самом деле и вот эти экстремальные температурные значения, которые при климатических изменениях могут создать угрозу, помимо этого, и для устойчивого функционирования систем водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения. То есть здесь цепочка вот такая. И, естественно, негативно сказаться на развитии сельского хозяйства, что есть опора. И для сельского населения, которое поддерживается за счет этого ресурса и источника. Теперь давайте посмотрим по национальную экономику, рассмотрим в контексте тоже вызовов и риска. Во-первых, то, что экономика сегодня во многих странах у нас ресурсы ограничены, но экономика очень природоемкая, что в общем-то, не должно быть. Развивается и ВВП наш экстенсивный, и сельское хозяйство в том числе экстенсивное. И поэтому, опять же, у нас других вариантов нет, как посмотреть на это развитие другими глазами, что и мы попытались сделать в программном документе. У нас нет абсолютно культуры экономии природных ресурсов, а про безотходное производство, по-моему, ни один производитель у нас не слышал. Такой культуры у нас вообще не прививается. Вот эта новизна, она требует большущего, огромного просвещения со стороны журналистов. То есть, вот общаясь с вами, вы как бы будьте проводниками этой идеологии, что совершенно производители должны пересмотреть свое отношение к тому, что их окружает, и думать о том, сколько использовал. Мы же картошку чистим, мы же стараемся меньше оставить отходов. И в результате у нас состояние окружающей среды ухудшается, и мы это по городу чувствуем. Ухудшается состояние воды, сокращаются земельные ресурсы. Кроме того, как вы знаете, у нас в стране находится ряд объектов, которые мы унаследовали еще с советского времени, которые содержат токсичные радиоактивные отходы. Где они, вы тоже знаете. Сколько мы с международными организациями работали по этому вопросу, Бакат Сатыкбеков расскажет. Он долго очень работал по проблеме обмена долгов, как раз по этим вопросам. Вот. Далее, наша экономика достаточно открыта, ее открытость даже побольше была, а сейчас она составляет 50%. Что такое открытость экономики? Это объем внешнеторгового оборота относительно объема ВВП страны. И поэтому, хотим мы или нет, но уже, собственно говоря, мы начинаем много зависеть от международных, региональных рынков, где, капитал-то на международный не очень, а вот что касается товаров и услуг, и особенно труда, то есть человеческих ресурсов трудовых, здесь для нас очень важны эти отношения, особенно вокруг нас и особенно те страны, которые принимают наш трудовой ресурс. И зависимость, естественно, идет выше, но надо признать, я уже говорила раньше, что наша экономика ориентирована на экспорт, и преимущественно мы экспортируем сырьевые продукты. Здесь же я отметила, да, что вот этот элемент диверсификации тоже становится очень хроническим вопросом, который начал подниматься, если помню, с 2000 года. Но с тех пор у нас как была структура экспорта, которая где-то порядка 7-9 позиций, так и остается. И в экспорте, естественно, как и в промышленности, это порядка 45-50%, это наше золото, которое, собственно говоря, не приносит прямой доходности
стране. И поэтому, если мы говорим, что экспортная составляющая это является вот прямо самым практически ключевым источником экономического роста, у нас это нельзя обозначить. У нас источник роста, как это ни странно, это внутренний спрос совокупный. То есть непокрываемый спрос, мы его удовлетворяем за счет импорта. Вот эта импортная составляющая сейчас настолько велика, которую мы просто проедаем, потому что в структуре импорта у нас больше 30% это потребительские товары. Вот. Ну и что касается нашего Кыргызстана, мировой экономики, она на нас, конечно, все больше начинает влиять. И влияла, и в 2009 году кризис был, и в 1998 году кризис был. То есть я здесь не буду говорить, и что происходит в мире, мы каждый день видим. В частности, то, что сегодня испытывают большую неустойчивость страны Европы и Америки, это есть. Рост экономики в Китае, он прогнозируется и сегодня уже замедляется, уже 9% там, видимо, не будет, а он наш основной партнер. И, видимо, его влияние с вхождением в таможенный союз действительно вот на фоне этих двух составляющих, что сама экономика сужаться начинает, и еще условия конкурентные создаются, если Кыргызстан пойдет в таможенный союз, поэтому, видимо, его ниша и влияние на рынке Кыргызстана будет ослабевать Китая у нас. Вот. И потом это вот риски нашего внешнего воздействия. Мы очень сильно зависим от внешних заимствований на покрытие дефицита бюджета. И зависели, а сейчас особенно. И это не есть хорошо, потому что если что-то происходить будет в тех странах, которые нам помогают, то это вовсе не означает, что они нам предложат очередной грант на покрытие дефицита бюджета. Очень плохой сигнал идет со стороны мировых цен на продовольствие, потому что на ближайшие 10 лет прогнозируется, цены как минимум вырастут на 50% мировых цен на продовольствие. Цены на золото, хоть они сейчас чуть-чуть снижаются, но мне кажется, это самое. Я написала просто колебания, потому что это тот эквивалент, который не будет падать в цене. Вот. Особенно во время кризиса это тот эквивалент, который именно выставляется всегда вместо денег. И поэтому у нас-то почему мы сильно? Потому что это, вот, пожалуйста, он в ВВП сидит сегодня. 11%. Если поджирует Алдабулаку решится, это уже большая доля зависимости от золота. Нам бы надо, чтобы эти цены были достойными и чтобы приносили нам доход. Можно я вот это пропущу, потому что я это из нашей основной презентации взяла слайды. Мы здесь на 5 лет все предпосылки, условия, что стабильность для нас, в общем-то, реальна, мы попытались их изучить. То, что здесь соседние страны прогнозируют относительно устойчивый экономический рост на уровне 3-6%, Китай 7-8%. Инфляционный фон будет низкий, хотя это тоже не очень хорошо, потому что витки какие-то нужны инфляционные, иначе как-то стагнация производства будет. То, что внешнеэкономическое сотрудничество, оно хорошо сработает на Кыргызстан, потому что сегодня везде есть договоренности, ШОС, Евразес и так далее. И в итоге вот посмотрите, что Кыргызстан – это красный трендик. В 2012 году мы провалились, и здесь зафиксировано. И вот на ближайшие 5 лет вот такой вот будет тренд. Почему 2016 год чуть-чуть уже идет, так скажем, с убылью? Потому что это опять влияние Кумтора. Оно в первые годы будет, они до 20 тонн доведут добычу к 2015 году, а потом это точка насыщения. Они уже больше не будут и там уже на нейтральное влияние уходит Кумтор, поэтому это практически работает национальная экономика в 2016-2017 году. Вот примерно так. Ну, кроме нас повыше, это только вон Китай, у синеньким это у нас что? Казахстан. Казахстан где-то идет на уровне нас. Вот примерно, вот весь мир, с кем мы очень близко сотрудничаем, вот в такой примерно одной зоне экономического роста, это в пределах 4,5-8% Китая. Вот наше окружение. И вот весь инфляционный фон. Санжар Туркажович, премьер, задал вопрос, что такая инфляция низкая. Он задал. С такой инфляцией развиваться нельзя, надо бы повыше, а повыше мы не удержим.
Вот, поэтому 8% это нормально до 10. После 10 это вот балансировка, когда начнутся такие скачки, а у нас рынок хлебопродуктов чувствительных, мы не удержим его. Да, у нас есть договоренность с Национальным банком по чувствительным товарам, это хлебопродукты и нефтепродукты. Да? Если мы ее вовремя как бы сбалансируем, то, в принципе, особых так инфляционных витков она не ожидает. Мы с ними встречаемся в понедельник в 2. И внутренние факторы риска на макроэкономическую стабильность, но я бы сказала, что и вообще на стабильность, так сказать, экономики, это, естественно, общественно-политический фон и конфликтность, которая прописана в программе, это основа основ. Но то, что в бюджетно-налоговой сфере сегодня нельзя сказать, что еще бюджет хороший, он неустойчивый. Вот когда 2,5% будет дефицита, это к 2015 году, да, мы тогда можем сказать, что бюджет выходит на позиции, которые он достиг к 2008 году. После этого все началось. Риск есть все-таки повышение инфляции из-за роста цен, если на продовольствие будет такая тенденция. Зависимость наша большая, знаете, что от зерна и муки, это все выливается на тот самый рынок хлебопродуктов. Прогнозируемые риски, если маловодие и сохранение высокого уровня потерь в энергосекторе, это тоже есть риск на стабильность. Это цены. Это то, что влияет сразу на потребительский рынок. Вот это конфликты на местном уровне, я это под впечатлением написала, вчера у меня была встреча в администрации президента, приглашали, где говорили о конфликтах на местном уровне, про Талас, который никак противодействует запуску месторождения Джируй, что сейчас это плохой сигнал и возможен гигантский отток капитала из страны, что, вероятно, стагнация запуска в эксплуатации золотодобывающих других месторождений. Помимо Джируй у нас Талдыбулак, еще есть мелкие проявления вот по золоту, 4 месторождения. Вот. То есть это плохой сигнал, это риск, а может вызов, надо подумать. Но то, что в горнодобыче все сегодня очень сложно, мы об этом поговорим. То, что у нас дефицит энергоресурсов, нам Кубан Джусупов посчитал порядка 6 миллиардов киловатт-часов дефицит, если он еще и вырастет больше, Кубан, то у меня вопрос к аудитории, как будет функционировать экономика, как мы вообще ориентируемся на запуск такого огромного числа проектов, которые очень энергозатратны. И при этом еще нам надо обеспечить доступ к энергоресурсам населения. А посмотрите по структуре, я сейчас пересмотрю, сколько потребляет население. Кубан, у вас сколько? Сейчас 65, у меня структура за предыдущий год. Вот представляете? Вот, и поэтому все остальные цифры вам, видимо, известны, что мы ввозим больше 90% всех потребляемых углеводородов. Естественно, наш рынок очень зависит от уровня мировых цен на нефть, нефтепродукты, на газ. Что тарифная политика, мы сейчас будем обсуждать энергетику, поэтому я чуть-чуть вот нашла, она находится в очень большой зависимости от социальных аспектов развития, и нужен очень правильный и гибкий механизм государственного опять управления и регулирования, чтобы и бедные не сидели во тьме, и чтобы богатые платили. И поэтому я обеими руками за прогрессивную шкалу тарификации в энергетике. Не надо двухуровневой, надо ее очень гибко и дифференцировать на более такие вот дробные шкалы, чтобы богатые платили больше. Они потребляют больше, все сидят на трехфазниках. Погоди. Кто больше потребляет? Ну, богатые потребляют больше. Поспорим? Хорошо, хорошо, принимается. Ну и износ электроэнергии, износ энергооборудования, он везде проходит, это от 60 примерно процентов до 80. Вот по ТЭЦ это 77,8, Бишкек и Ош. Это я пропускаю уже. В отношении рискового обеспечения продбезопасности я этим вопросом немного детальнее занималась с Азизом Алиевым.
Хочу заняться вопросом тоже с ним, вот рекомендациями по созданию новой системы госрегулирования, потому что там, ну, вообще все очень... У нас этому вопросу не уделяется вообще никакого внимания, поэтому как только у нас на рынке хлебопродуктов начинается волна роста цен, мы совершенно безоружны, и всегда у нас инфляция свыше 20% подскакивает. Поэтому, чтобы быть к этому готовыми, этим надо тоже квалифицированно управлять. И не финансировать фонд Госматрезерва по остаточному. Я смотрела на август месяц прошлого года, вот летом, уровень запасов покрывал 7,6% от законодательной нормы 90-дневной. Ну а случись, и тогда, помните же прошлый год, какой был опасный? Ну и что тогда? И тогда повторился бы опять тот же трюк, что и был в каком? В 2008 году. Посмотрите, пожалуйста, по самообеспеченности. Мы выходим по самообеспеченности на 3 продукта. Это картофель, это молоко и молочные продукты, и мы их экспортируем. И овощи бахчевые, ну, понятно, овощи, и то у нас китайские. Все остальное у нас просто коллапс. Особенно с сахаром, вы знаете. 13% появилось вчера за лето. Ой, вчера, говорю, в прошлый год за лето. Потому что почти 0 был. Это вот какой завод заработал, Снежана Токажевич, не знаете? Ну, Кандинский, да. А так 0 был по сахару. Вот. Мясо и мясопродукты, когда у нас еще был Учкун Азбекович министром, я ему говорила, как мы можем мясо вообще давать, как бы делать политику экспортную по мясу, если у нас 60%. Что мы сегодня наблюдаем, что у нас идет большой завоз китайского мяса, и сейчас, по-моему, запретили какое-то куриное мясо китайское, да? Да. Ну и посмотрите на хлеб и хлебопродукты, это наше 55-60% ежегодного завоза зерна и муки из Казахстана. Я открыла удивительную вещь. У нас в прошлом году 1 тонна муки с завозом в Бишкек, когда ее на таможне растамаживают с учетом вот этих транспортировок, оказалась дороже, чем на биржах мировых. Да, у нас где-то получалось 320-340 долларов за тонну, а там где-то было $300. Я ужас один просто. И те, которые раньше завезли по 150, они уже по той же цене и продавали на рынках. Вот так вот бизнес делали. Вся синяя закраска – это то, как импорт очень уверенно выжимает нашу самообеспеченность и наше внутреннее производство. Это то, что я вам говорила, и сахар, и масло растительное завозим очень много, 67%, хлебопродукты, мука, зерно, мясо завозим, яйца завозим тоже, удивительно. У нас сколько птицефабрик появилось, но 13% мы завозим. И на фоне того, что у нас очень слабовато вопросы продбезопасности управляются, состояние неважное, Минсельхоз выключился из этого практически процесса, хотя по закону является координатором всей системы обеспечения продбезопасности. Посмотрите на баланс мирового рынка пшеницы. И табличка внизу, я когда построил, я даже обалдела, что на 12-13 год у нас вот сегодня падает этот дефицит минус 11%. Такого вообще не было. Вот на 0,3 он стоял 11-12 год. А вот в 2012 году был, цены выросли, была вот то, что засухи все, вот, пожалуйста. Ну, территориальные диспропорции теперь переходим. Мы их в программе упомянули. Естественно, диспропорции они и приводят к конфликтам, и передел все конфликты относительно ресурсов, земли, воды, они происходят на этой почве. Вот. И сегодня тоже в Таласе, сейчас вот они начинают мерить, кто больше получает из бюджета, вместо того, чтобы руководители искали источники развития и думали об этом, они говорят, а кому больше с бюджета дают? Вот. Да, только со своей спецификой. На самом деле страна из регионов состоит, поэтому потенциал национальной экономики роста, он будет очень и очень подвержен риску со стороны вот этой составляющей региональной. Что касается риска по ухудшению государственных социальных услуг, мы абсолютно правильно сделали, и надеюсь, вы это отметите, уважаемые журналисты, что идти по пути
что государство обязано каждому человеку предоставить какие услуги, какого качества, и что оно гарантирует на 5 лет, абсолютно правильный заход. Потому что по состоянию на сегодня, то, что система здравоохранения у нас сегодня подверглась критике, реформы не дали должного результата, они в регионах особенно все меньше доступны для населения. Уровень образования вообще, вот как сегодня говорят, подвержен медленной деградации. Вон у меня приходят студенты и говорят, поскольку они платят. Потом знания, которые получают вот в вузах, оно оказывается как бы на практике очень разрыв получается с требований рынка и тех знаний, которые получают студенты особенно. И далее, риски какие еще? Идет массовый отток именно молодой части населения нашего ресурса, и поэтому очень сильно растут риски ухудшения человеческого капитала. Через 20 лет, если мы демографию построим, у нас останутся старики и дети в стране. Все молодые люди уедут, как из непривлекательной страны. Поэтому замечательно, что мы сегодня заходим с тем, что многое надо менять в системе государственного управления. А государственный сектор, на самом деле, сегодня управление нельзя назвать эффективным. Мы заложили в программе очень хорошее одно мероприятие и большую задачу – это посчитать все наши активы. На самом деле сегодня государственными активами, которыми мы управляемся, это только наши монополисты, наши стратегические объекты. Но есть еще и другие в смысле активы, которые в стране сегодня есть в любом состоянии. Книга активов по ним должна быть, а те, которые уже не активы, но где-то числятся на балансах, с ними надо распрощаться. То есть очистить базу для развития, чтобы она была понятна и все понимали, каким активом государство сегодня располагает. А у нас только финансовая часть актива, бюджет. Поэтому наши сотрудники Министерства экономики очень хорошо поработали, очень достойно написали политику по этому вопросу. Теперь дальше, что еще? В отношении регуляторной политики хотела бы здесь отметить следующее. Вы можете поспорить. Вот смотрите, что здесь прописано. Мы стремились к тому, чтобы сократить вмешательство в деятельность предприятия. Мы стремились создать благоприятные условия минимального вмешательства. В итоге, когда мы стали уводить бизнес из-под административного влияния, мы сделали другой крен. Мы вот эту регуляторную часть настолько ужали, что вся у нас контрольно-надзорная функция, сейчас будем говорить об этом, лопнула. Я сейчас покажу вам один слайд по продбезопасности тоже. Там вообще не выход, совершенно свободный вход, какой угодно продукции. Чем народ питается, никто не ответит. Полностью ушел контроль. И особенно то, что касается человеческого развития. То есть 2 инспекции, это на страну очень мало. И тем более, что эти инспекции практически не работают сегодня. Вот. То есть здесь нужен какой-то баланс, но тоже нужно думать над балансом управления в этой сфере. Что касается негосударственного сектора экономики, нам последние исследования показали 39% ВВП теневой, серой экономики, теневой. Но мне как-то эта цифра показалась очень оптимистичной. Не знаю. Потому что все косвенные оценки сводятся к тому, что это 60%, 65%, и поэтому я не могу спорить, но это достаточно оптимистично. Значит, и надо сказать, что все успехи, которые были достигнуты, это в каком году, Санжар Тукажевич, в 2011 по Doing Business. Да, сейчас мы и по глобальному индексу конкурентоспособности было 127-е, а годом раньше было 126-е, то есть на одну ступеньку мы были выше. По индексу ведения бизнеса 71-е, а годом раньше 73-е. И основная проблема госуправления – это нет
политической ответственности за результаты выполнения принятых программ и стратегий. Это бич управления. Принимаем и не отвечаем, как мы их выполняем. Я не знаю, какое должно произойти чудо, но чтобы все мероприятия, присвоенными каждому мероприятию индикатор результата, вот этот механизм мониторинга и оценки продвижения вот этих мер, это станет самым главным гвоздем программы. Если политической воли хватит у наших руководителей перспективных, вот как Санжар Тодакажович, и команда вся молодая в Минэкономе, я думаю, что мониторинг такой, ну на самом деле, он и оценка, он нужен, потому что мы потеряем абсолютно, тогда, ну очень многое сделано, чтобы получить одобрение программы и сейчас ее двигать в парламент. И что предложила программа вот, устойчивого развития по управлению? Единственное, что я вам уже сказала, мы поменяли подходы к госуправлению и прописали вот эти сквозные вещи госуправления, чтобы не управлять только экономикой, не управлять только экологическими вопросами, а управлять через взаимосвязь и взаимное влияние вот этих трех составляющих устойчивого развития. И экономика, и социальные аспекты экологии, потому что они вот так вот видели, все модельки связаны. Потом мы предложили то, что уже вам продемонстрировано, что все категории охвачены, у нас даже не забыты люди без определенного места жительства по программе. И то, что вам упомянули по межсекторальным сегментам. Все это новые инструменты управления, которые расшиты в плане мероприятий. Смотрите, знакомьтесь, пишите. Это еще раз, посмотрите, как охватывает госуправление каждый сектор. Оно не охватывает только экономику. Она, во-первых, это фон, это среда развития, по сути, регуляторная политика. И она сквозная. И то, что вам показывали вот эту схему госуправления, посмотрите на правый вот этот блок. Вот этот блок особенно, вот государственные агентства, это те, которые оказывают услуги. У нас более или менее вот создана система институтов, которые занимаются законодательством и которые разрабатывают политику. Левый блок относительно можно оценить на 4 с минусом. Что касается агентства, то некоторые агентства и политику разрабатывают, и услуги оказывают, и все это в одном, что не должно в принципе быть. И мы с нами знаем, что некоторые институты, как агентство по экологии, у них низкий статус для того, чтобы делать политику и реализовывать. Ой, да? Что касается края, право контрольно-надзорное, здесь просто непаханное поле, чтобы создавать новые институты по контролю и надзору за качеством питания, за исполнением законодательства. Ну, в общем, контрольно-надзорный блок должен быть. Вот. И поэтому я это все прописала. А что касается кадров, то, конечно, нужно очень создавать достойную систему подготовки, переподготовки кадров по каждому из направлений, потому что у нас вымылись кадры в принципе из любой системы, и госуправления, и из экономики. И вот я вам сейчас покажу. Вот, ну, это вот зеленый блок, это то, что сегодня отсутствует в Кыргызстане по контролю, по регулированию качества и цен на продукты питания. Вот когда идет рост цен, у нас нет инструментария, чтобы заходить туда и регулировать, кроме того, что мы начинаем вводить некие уровни, выше которого, но проконтролировать-то, как ведут себя, это же субъекты рынка, мы пока не можем. То есть абсолютная беспомощность государства в зеленом блоке. Но если это вот предлагаемая такая вот схема управления, весь Минсельхоз со своим довеском абсолютно сегодня, посмотрите, у них знаете, какая численность? Из 6 тысяч этих госслужащих у них 4 тысячи. Но там Дипводхоз, да, я как посмотрела, прямо сама. Но они говорят, что у них департамент водного хозяйства больше 2000. Нужна ли такая численность? Эффективно ли работает институт Министерства сельского хозяйства? Никто не занимался. Но вопросы продовольственной безопасности, в общем, несправедливо задвинуты сегодня. Об этом напоминали и на заседании правительства, на самом деле, и мы это прописали сейчас в программе. По антикоррупционной политике мы прямо прописали таким образом, что это тот политический базис, без создания которого вообще мы об устойчивости говорить даже смысла нет.
Тимир Аргимбаевич озвучил на вот этом координационном совещании втором, что ежегодный ущерб от коррупции составляет 700 миллионов долларов. Это много. И это 40% доходов бюджета. Угу. Вот. И вот эта цифра, Кубан, я не знаю, там к этой цифре немножечко вопросы были, но я ее нашла тоже от экспертов. В энергетике от коррупционных схем ежегодно теряется 85 миллионов долларов. Ну, старые, не знаю, я больше не нашла. И то, что Кыргызстан по уровню коррупции занял 154 место в мире, 174. Поэтому мы можем представить, что мы занимаем далеко не привлекательное место в этом ряду. И очень все, в завершение хочу сказать, что, как и Санжар Тардукужевич сказал о том, что мы не одни. Посмотрите, какие планы большие, весь мир идет вот в эту русло устойчивого развития, в зеленый рост, в зеленую экономику. У ЕС есть план 20-20-20, когда они хотят сократить к 2020 году выбросы парниковых газов на 20%, энергоэффективность хотят повысить на 20% и довести долю возобновляемых источников энергии тоже до 20%. В Штатах стремятся сократить выбросы на 50%, но к 50 году. У них такая программа есть. К 80-му на 80%. И последнее, цена вопроса. Вот это же последовательный путь, да? И поэтому многие страны посчитали, сколько ежегодно должно тратиться на постепенное внедрение вот этих инноваций в озеленение экономики, чтобы вот идти в сторону устойчивого развития. Россия тоже на этой цифре остановились, я видела их в их концепции. Кыргызстан, естественно, мы не оценивали, мы посчитали свою программу пока с большим разрывом. Но даже если вот по этой программе идти, вот помимо этого на озеленение надо тратить не в проекты конкретные, а вот на элементы озеленения, на создание рабочих мест, на политику. Если 2% нашего ВВП, это знаете сколько? Это очень много. Это бюджет Министерства здравоохранения примерно. Сегодня это будет 6 миллиардов сомов, потому что 300 миллиардов ВВП. А к 2017 году у нас почти 600 миллиардов ВВП, значит 12 миллиардов. Это в пределах, считайте, от 150 примерно до 300 миллионов в год долларов. Так? Вот. У меня все. Спасибо за внимание.